А сейчас мы вместе с коллегами продолжим рассказывать о самых заметных спортивных, экономических событиях, чрезвычайных происшествиях и многом другом. И начнем с актуального курса валют. Согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 63 рубля 45 копеек. Евро стоит 68 рублей 77 копеек. Самую выгодную покупку доллара в Якутске сегодня предлагает Россельхозбанк за 63 рубля 35 копеек, а продает банк АТБ за 63 рубля 85 копеек. Что касается обмена евро, за лучшую цену европейскую валюту покупает тот же Россельхозбанк за 68 рублей 70 копеек, а продает банк АТБ за 69 рублей 22 копейки. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и генеральный директор компании «Дом РФ» Виталий Мутко в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере жилищного строительства, в частности, реализацию программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Банками одобрено более 9 тысяч заявок. Чтобы удовлетворить будущий спрос, который возникает на рынке регионов ДФО, строительная отрасль должна быть готова. Все должно проходить гладко, не допуская высокого роста цен на недвижимость, приводятся слова Мутко. Он подчеркнул необходимость создания комфортной городской среды, обеспечения новых районов всей необходимой социальной инфраструктурой. Тем временем названы лучшие российские регионы по качеству жизни. С данными исследования РИА Новости нас познакомит моя коллега Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, приветствую. В каких регионах условия для жизни были лучшими в прошлом году? Сергей, я тебя приветствую. Первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет. И, по словам экспертов, в ближайшие годы ситуация не изменится. В целом, первая десятка регионов характеризуется высоким уровнем экономического развития. Например, на них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Прогноз по росту валового внутреннего продукта России на 2020 год повышен до 1,9%. Рост связан с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента России. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, в 2020 году рост реальных располагаемых доходов населения будет выше той траектории, которая была учтена в изначальном прогнозе. Также повышен прогноз по потребительскому спросу. Министр финансов также отметил, что уточненный прогноз социально-экономического развития повлиял и на изменение доходов федерального бюджета. В России изменили порядок использования средств с материнским капиталом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Так, согласно документу, в правилах направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на эскроу-счет. Это предусмотрено в целях обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Авиакомпания, которую планируют создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около 20 самолетов Сухой Суперджет-100. Напомним, что в конце декабря прошлого года правительство выступило с предложением создать региональную компанию для перевозок на Дальнем Востоке. Предполагается, что новый перевозчик сможет улучшить транспортную доступность в регионе. В данный момент рассматривается несколько вариантов создания авиакомпании на базе существующей авиакомпании Якутии или Авроры, или организации совершенно нового перевозчика. Власти Казахстана предложили России рассмотреть возможность проложить газопровод «Сила Сибири-2» по своей территории с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая «Запад-Восток». Это озвучил министр энергетики Казахстана Нурлан Нагаев на встрече с главой Минэнерго России Александром Новаком. Кроме этого, главы ведомств обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере и обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС. Компании «Колмар», «Эльга Уголь» и «Мечел» готовы осуществлять крупные экспортные поставки угля из Эльгинского угольного месторождения Якутии в Индию. В Нью-Дели и Мумбаи прошли переговоры делегации Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с крупными индийскими металлургическими компаниями. Коксующийся уголь из месторождений Дальнего Востока Россия в перспективе может заместить на индийских сталелитейных предприятиях австралийский уголь. Сейчас доля поставки российского угля в Индию составляет около 1% от импорта угля.
Компания «Селегдар» в полном объеме завершила выкуп ценных бумаг по требованию акционеров. В общей сложности золотодобытчик приобрел 21 миллион обыкновенных акций, что соответствует 2,5% голосующих акций и 2,1% уставного капитала компании. Стоимость ценных бумаг составила 199 миллионов рублей. Выкупленные акции компания планирует реализовать по рыночной стоимости в течение полугода с момента приобретения. Компания «Алроса» с начала года тестирует новые багги на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии. Техника была создана специально по пожеланию компании петербургским производителям. Сотрудники предприятия уже отмечают ее преимущества. У техники хорошая экономичность, проходимость, плавность хода. Она повышает мобильность горного мастера. На сегодняшний день машина отработала 33 моточаса и проехала 150 километров. Одним из ее плюсов является также доступность автозапчастей. Для багги подходят детали от отечественного ВАЗа. Кроме того, все комплектующие от нее российского производства. Это были новости экономики. Я передаю слово своему коллеге. Да, спасибо. Я напомню, это была Нургана Иванова с новостями экономики, а мы идем далее. В Якутии продолжается реализация мероприятий по оказанию единовременной помощи на подключение к источникам теплоснабжения. В текущем году на эти цели будет направлено 135 миллионов рублей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Материальную помощь на газификацию индивидуальных жилых домов могут получить малоимущие семьи, которые имеют средний душевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, а также ветераны Великой Отечественной войны, не получившие социальную выплату на обеспечение жильем. Размер помощи составляет до 100 тысяч рублей. Когда в 2007 году в России ввели материнский капитал, планировалось, что программа о господдержке семей после рождения второго, третьего или последующего ребенка продлится до 2016 года. Сначала ее продлили на 2 года, а потом еще на 3, а затем сразу на 5 до 2026. Помимо срока действия программы увеличился размер выплат, расширялся список целей, на которые можно потратить полученные средства. О том, кто в Нерюнгри может претендовать на материнский капитал за первенца, расскажет наш коллега Сергей Козюра, который находится на прямой связи из столицы Южной Якутии. Сергей, приветствую. Тебе слово. Да, Сергей, приветствую тебя. По новым правилам с 1 января 2020 года материнский капитал будут уже выплачивать за первого ребенка. Но помимо этого есть еще и республиканские выплаты. Так вот, в чем они заключаются и сколько семей уже воспользовалось ими по Нерюнгринскому району, мы узнаем у руководителя управления Министерства труда и социального развития по Нерюнгринскому району Черноусовой Натальи Владимировны. Наталья Владимировна, добрый день. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за выплаты и сколько семей уже воспользовалось ими? Ну, дополнительные меры социальной поддержки были введены указом главы республики нашей с 2019 года, а точнее при рождении детей с 1 января 2019 года. В 2019 году родилось 675 новорожденных. Из них более 80% семей воспользовались данными мерами соцподдержки. А какие эти поддержки, в чем? Значит, это единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 130... Ой, все, простите, пожалуйста. При рождении первого ребенка в размере 35 320 рублей в 2020 году. При рождении второго ребенка предусмотрен региональный материнский капитал. Он будет дополнением как раз семье, да, к федеральному. Размер его составляет на сегодняшний день 139 985 рублей. И при рождении третьего ребенка для семьи предусмотрена ежемесячная денежная выплата до 3 лет в размере 17 660 рублей. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, условия, при каких условиях можно получить это? Так, ну... Единым условием для получения дополнительных мер соцподдержки является постоянная регистрация в республике в течение 3 лет данной семьи. На первого и второго ребенка это единственное условие. А на третьего ребенка среднедушевой доход семьи не должен превышать среднедушевой денежный доход населения в Республике Саха-Якутия. Поясняю, то есть на одного члена семьи доход не должен превышать 42 119 рублей. Вот единственное условие, в общем-то.
Ну, Наталья Владимировна, а есть уже какая-то статистика по Новому году? Да, в этом году уже сколько у нас родилось, и кто нам, есть уже заявки на... Да, конечно, я сейчас цифры точно вам не скажу, но ориентировочно, ну, практически, наверное, на тех же этапах мы и остаемся. То есть где-то 70-80% из новорожденных в 2020 году уже пришли к нам и оформили данные выплаты. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ну, добавим, что прежде всего это направлено на повышение демографии, в том числе и в нашей республике, ну и в нашем городе. А у меня все. Сергей? Сергей, спасибо. Действительно, материнский капитал должен повлиять на демографию нашей страны, и в частности Южной Якутии. Я напомню, это Сергей Козюра был с нами на прямой связи, и он рассказал о реализации программы материнского капитала в городе Нерюнгри. А мы продолжаем нашу программу. На озере Байкал в поселке Листвянка завершилась одна из самых экстремальных гонок на льду «Ледовый шторм». В гонке участвовали люди со всех уголков России, а также из Европы и Монголии. «Ледовый шторм» не зря считается одним из труднейших соревнований по всему миру. Расстояние, которое должны пройти участники, достигает 205 километров. Температура воздуха опускается до минус 30 градусов, а порывы встречного ветра могут доходить до 20 метров в секунду. Так, далее переходим к рубрике «Чрезвычайные происшествия». О них нам расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Вилюйском районе полицейские задержали грабителя по горячим следам. По сообщению МВД в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный силой украл сумку у 36-летней женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 30-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер потерпевшая возвращалась домой с работы и держала в руках сумку. Пьяный злоумышленник заметил жертву и решил пойти за ней. В момент, когда женщина проходила по неосвещенной улице, подозреваемый подбежал к ней сзади и ударил кулаком в затылок, а затем вырвал сумку и сбежал. Осмотрев содержимое сумки, мужчина вытащил оттуда телефон и 2 банковские карты, а сумку закопал в снег. Полицейские задержали подозреваемого на улице, когда тот направлялся домой. Мужчина признался, что хотел купить еще алкоголя. Похищенное изъято и будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором школьник в городе Якутске получил ножевое ранение. По сообщению Следственного комитета на данном этапе установлено, что вечером 4 февраля 17-летний юноша возле одного из домов Якутска во время конфликта с незнакомыми людьми 2 раза ударил ножом 17-летнего школьника. Потерпевший был доставлен в больницу, где находится по настоящее время. Медики оказывают ему необходимую помощь. Родственники пострадавшего юноши обратились в полицию, и 5 февраля было возбуждено уголовное дело. 13 февраля материалы уголовного дела были переданы в Следственный комитет, и в тот же день к следователю с явкой с повинной обратился юноша, который сообщил о том, что это он ранил потерпевшего. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подтвердилась информация о том, что ранее возник конфликт между группами подростков в ходе спортивных состязаний, после которых и произошла драка. В свою очередь, распространяемая в интернете информация о межнациональном конфликте не подтвердилась. Расследование продолжается. В городе Мирном 2 ранее судимых мужчин приговорены к реальному лишению свободы за совершение краж. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что подсудимые украли деньги из дома потерпевшей. В составе группы они проникли в дом, сняли оконную раму, а затем открыли дверь изнутри. Кроме этого, один из подсудимых, будучи недавно условно-досрочно освобожденным, совершил еще 2 кражи тепловых кабелей, причинив значительный ущерб потерпевшим. Поскольку преступления совершены им в период неотбытого срока условно-досрочного освобождения с учетом непогашенной судимости, действия подсудимого образовали особо опасный рецидив преступлений. По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил одного из них к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, второго к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Амгинском районе полицейские выявили очередной факт незаконной продажи алкоголя. Установлено, что 49-летняя жительница села осуществляла продажу крепких спиртных напитков у себя дома. На месте полицейские изъяли 18 бутылок водки. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. И назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Жительница Ленска предстанет перед судом за оставление в опасности малолетних детей. Как сообщает Следственный комитет, установлено, что утром 29 ноября прошлого года у женщины произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала в его квартире, после чего она собрала годовалого сына и 4-летнюю дочь и уехала в свою квартиру. Там находился ее знакомый, которому она разрешила временно пожить у себя. Мужчина ушел на работу, а обвиняемая, уложив детей спать, решила отдохнуть и отправилась к подруге. Следствие установило, что она заперла дверь квартиры на ключ и отсутствовала дома всю ночь. Около 3 часов с работы вернулся временный жилец, который, открыв дверь, увидел на полу раздетого младшего ребенка своей знакомой и спящую на диване девочку. При этом в квартире практически отсутствовала еда. Он позвонил сожителю их матери и сообщил о произошедшем, а также самой женщине. В ходе предварительного расследования старшая дочь обвиняемой передана под опеку ее отца. Младший ребенок остался на иждивении матери. Женщина признала вину в преступлении и раскаялась в содеянном. В настоящее время условия воспитания и проживания регулярно проверяются сотрудниками социальных служб. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юра, спасибо. Это был Юрий Осипов с чрезвычайными происшествиями, а мы идем далее. И переходим к мировым новостям. На Великобританию обрушился новый шторм Деннис. Как и Киара, недели назад он вызвал наводнение и нарушил работу транспорта в стране. Подробности у наших коллег. Шторм Деннис устроил переполох в Британии. В субботу на остров обрушились дожди и сильный ветер, которые привели к наводнениям во многих частях страны. В валлийском городе Понтиприд вода поднялась до такой степени, что едва не понесла автомобили. Власти предупредили, что бедствие может быть опасно для жизни. По меньшей мере 2 населенных пункта в Уэльсе пришлось эвакуировать. Национальная карта прогноза наводнений в воскресенье предупреждала о сотнях потенциальных случаев затоплений. Шторм осложнил работу железных дорог и авиасообщения. Очевидец запечатлел, как в лондонском аэропорту Хитроу Airbus A380 при посадке едва не сдуло с полосы. Перевозчик EasyJet предупредил о возможных проблемах в связи с отменой рейсов в Гатвике. Следить за расписанием рекомендовали пассажирам и в Лутоне. Недели ранее Британия пострадала похожим образом от шторма Киара. Тогда тысячи местных жителей остались без света. На лайнере Diamond Princess обнаружили еще 70 заболевших коронавирусом. Всего из 3700 человек заразились 355. В общей сложности в мире зафиксировано около 70 тысяч случаев заболевания. Между тем, власти Китая заявили на пресс-конференции, что скорость распространения инфекции пошла на спад, рассказывает Татьяна Гамозова. У еще 70 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess диагностирован коронавирус. Общее число заболевших составляет теперь 355 из 3700 бывших на борту. Все инфицированные госпитализированы в японские больницы. Лайнер стоит на карантине в Йокогаме с 3 февраля. Его 2-недельное путешествие должно было там и закончиться, но выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, болен. США, Канада и Гонконг отправляют в Японию чартеры для эвакуации с этого судна своих граждан. В американском посольстве заявили, что пассажиров проверят перед посадкой на самолет, а после прибытия домой их отправят на 14 дней в карантин. Пассажиров другого круизного лайнера, стоявшего в порту Камбоджи, отпустили, решив, что все на нем здоровы. После этого выяснилось, что у гражданки США, сошедшей на берег ранее, тоже коронавирус. Повторный тест подтвердил диагноз.
Число скончавшихся от новой болезни, по данным на вечер 15 февраля, составило 1669 человек, заразившихся 69 тысяч. Почти 9,5 тысяч выздоровели и выписаны из больниц. В субботу власти Франции сообщили о первом случае смерти от коронавируса в Европе. Умер китайский турист. При этом Пекин утверждает, что принятые им меры начали работать. Прирост числа заболевших, по их расчетам, пошел на спад. Как сообщили на этой неделе китайские СМИ со ссылкой на заявление суда, за сокрытие симптомов коронавируса граждан страны могут приговорить к смертной казни. Ночное извержение вулкана произошло в Мексике. Вулкан выбросил новую порцию лавы, а столб пепла поднялся над ним более чем на километр, рассказывают наши коллеги. Мексиканский стратовулкан Попокатепетль снова извергается. В ночь на пятницу камеры наблюдения зафиксировали, как после взрыва из жерла хлынула раскаленная лава, и над горой взметнулся столб пепла высотой более километра. Также вулкан выбрасывает газ и камни. В субботу извержение продолжилось. Попокатепетль, гора высотой 5426 метров, вторая по величине в Мексике, находится в 70 километрах к юго-востоку от столицы страны, Мехико. Это один из наиболее активных в регионе вулканов. Ситуацию на Эль-Попо постоянно отслеживает автоматическая система наблюдения. И в случае опасности спасатели рекомендуют населению готовиться к возможной эвакуации. Тем не менее, по-настоящему серьезные его извержения происходят редко. А в Токио отрепетировали эстафету Олимпийского огня больше, чем за месяц до ее старта в Японии. Подробности в следующем сюжете. Токио еще на шаг приблизился к Олимпиаде. В пригороде японской столицы в субботу прошла репетиция эстафеты Олимпийского огня. Организаторы решили проверить, как будет выглядеть эта важная часть игр при большом стечении зрителей, журналистов и сотрудников службы безопасности. Актриса Сатоми Сихара переоделась в форму и пронесла факел несколько десятков метров, а затем сымитировала момент передачи эстафеты следующему участнику. Церемония зажжения огня Игр-2020 пройдет в греческой Олимпии 12 марта. Затем специальным рейсом его доставят в Японию. В стране хозяйки Олимпиады забег стартует 26 марта из префектуры Фукусима. И, наконец, 24 июля эстафета завершится на национальном стадионе в Токио. Идем далее. Сегодня по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. Праздник берет свою историю из Соединенных Штатов, но уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны. Главное в этот день стараться быть добрым ко всем. Счастье, любовь, успех, победа. Косметикой с таким названием теперь могут пользоваться якутяне. Ее производством занимается молодой предприниматель Антонина Дармидонтовна. Ульяна Шагина встретилась с ней и узнала все секреты производства якутской косметики. Уля, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Приветствую. Мы сейчас находимся вот в таком вот маленьком помещении. Это офис, где мы видим только коробки, а также косметику. И фирма у нас называется «Антуар». Это фирма молодого предпринимателя, которая начала заниматься производством косметики. Почему «Антуар» несложно догадаться. Это производная от имени Антонина и фамилии Уарова. Уарова – это девичья фамилия нашего молодого предпринимателя. Она сейчас находится рядом со мной. Расскажите, пожалуйста, откуда вообще вот все это приходит, потому что мы здесь не увидели никакого завода, ничего нет. Получается, вы где-то все это заказываете, и вам уже отправляют готовую продукцию. Здравствуйте. Действительно, мы заказываем свою продукцию в городе Пенза. Мы здесь не производим, потому что у нас нет таких производств, точнее, таких заводов, которые могли бы сделать натуральную косметику. На данный момент мы собираем травы и отправляем в город Пензу. И, соответственно, там в заводе есть полный цикл, и там производится она полностью.
Сейчас так много говорят о поддержке молодых предпринимателей, о бизнесе, да, о том, что якутский бренд, он должен обязательно продвигаться на российский рынок. И вот вы решили, конечно же, заняться таким сложным бизнесом, да? Почему именно косметика? Потому что это моя большая мечта, во-первых. Я об этом мечтаю с 2015 года. И в конце 19-го, в начале 20-го я это реализовала. Так что, почему он, с другой стороны, он сложный, и с другой стороны, он легкий. Это 50 на 50. Антонина решила занять эту, по сути, свободную нишу, и теперь вынашивала она эту идею с 2015 года, то есть долгих уже, ну, получается, 5-й год, да, по сути. И вот сейчас, с начала этого года, вся эта косметика уже вышла на якутские прилавки, да. Вот расскажите, что именно вы производите, что можно у вас купить? У нас можно купить крем для лица, у нас есть сыворотки, есть пенки для умывания и гидролаты, альгинатные маски. Вот вся косметика бренда Антуар, она из натуральных, да, компонентов, как вы уже сказали. Это сунтарский можжевельник, а также шишка сунтарской сосны. А с начала лета Антонина с родственниками сама, вот как она мне рассказала, выезжает в лес, сама собирает все вот эти вот расходники, и потом уже отправляется все это в Пензу, да. А там вот как вот весь этот цикл происходит, вот можно поподробнее? Потому что завод производит полностью вплоть до сертификации. Да, получается, мы собирали летом с сестрами. У меня вот, я старшая в семье, у меня 3 сестер. Я их заставила собрать, вот эти шишки собирали и, соответственно, вот можжевельник. Да, это было, конечно, трудно. У нас была стремянка. Все это мы делали вручную. И, конечно, надо понимать, что если, ну, соответственно, если мало народу, то у нас тоже не так уж большой объем вышел. Мы просто взяли, почему именно Пенза, да? Я рассматривала много вариантов, и именно вот завод с Пензы мне показался более человечным, и, в принципе, они обратили на нас внимание и начали с нами работать. Наверное, молодым предпринимателям сейчас интересно, да, насколько вообще сложно осуществить всю эту мечту и с какими сложностями сталкиваются молодые предприниматели? Главное найти вот свою нишу, вы правильно сказали, да, например, она должна быть именно связана, она должна отзываться здесь, в душе, это должна быть какая-то мечта, если у человека есть мотивация, он это сделает в любом случае. Ну, получается, все это отправляется из Пензы. Не лучше бы было, если бы такой же завод был бы у нас здесь, в Якутске? У вас нет такой идеи осуществить? У меня есть мечта тоже. Вторая мечта, соответственно, уже производить всю натуральную косметику у нас в Якутии. Это осуществимо. И мы уже в этом году планируем покупать оборудование Эфир-Альфа для изготовления гидролатов и натуральных эфирных масел. Ну, если вот что-то очень сильно захотеть, получается, можно, в принципе, да, осуществить свою мечту. Антонина нам это доказывает своим личным примером. И мы, конечно же, пожелаем Антонине удачи, и чтобы якутскую косметику с брендом, да, с якутским. Кстати, бренд у вас здесь лейбл такой «Алмаз», да? Вот можете немножко рассказать о нем? Про логотип. Сам по себе логотип имеет 3 значения. Первое – это, получается, цветок сарданы. У нас это самый красивый цветок, тигровая лилия. Второй смысл – это все-таки, получается, алмаз. Почему алмаз? Потому что люди знали, что это косметика алмазного края, это раз. И в-третьих, что это значение как лиса, да? Лиса – это все-таки привлекательность, обольстительность. В общем, что всегда вот именно образ лисы, он был всегда связан с женщинами. Ну, наверное, это очень круто, да, когда ты сам себе, получается, и начальник, и босс, и ты имеешь право сам придумывать логотип, да, это, наверное, очень круто. Так что мы пожелаем, чтобы вашу косметику в будущем продавали еще и на российских рынках. У меня все. Оля, спасибо. Действительно, якутскую косметику лучше производить в Якутии. Я напомню, Лена Шагина рассказала о якутском бренде косметики.
А мы идем далее. Ситуацию по коронавирусу обсудили на традиционном брифинге в правительстве республики. Как сообщила министр здравоохранения Елена Борисова, ситуация по вирусному заболеванию остается прежней. За этот период 22 человека, приехавшие из стран Юго-Восточной Азии с признаками ОРВИ, обратились в медицинские организации. 7 из них находятся под наблюдением, остальных выписали. Все результаты анализов подтвердили отсутствие болезни. Таким образом, на сегодня коронавирус в республике не зарегистрирован. А что касается ОРВИ, то ситуация стабилизируется. Снизился порог заболевания среди детей до 15 лет, но начинается рост в возрастной группе старше 15. Как вы помните, еще неделю назад у нас обсуждался вопрос о возможности введения в республике ограничительных мероприятий для лиц, прибывающих из Китайской Народной Республики с гражданством Российской Федерации. И принято решение на территории России таких лиц временно изолировать для дополнительного наблюдения. Так, за прошлую неделю у нас поступило в пункт временной изоляции действительно 12 человек. Сегодня они все под наблюдением, анализы у них собраны, и 14 дней они будут наблюдаться. На озере Байкал в поселке Листвянка завершилась одна из самых экстремальных гонок на льду «Ледовый шторм». В гонке участвовали люди со всех уголков России, а также из Европы и Монголии. «Ледовый шторм» не зря считается одним из труднейших соревнований по всему миру. Расстояние, которое должны пройти участники, достигает 205 километров. Температура воздуха опускается до минус 30 градусов, а порывы встречного ветра могут доходить до 20 метров в секунду. Кроме того, на участке огромное количество естественных препятствий. В этом году соревнования прошли в 8-й раз. Основная цель мероприятия – проверить себя на выносливость, оценить свои сильные и слабые места. Гонка проводится под пристальным наблюдением спасательных служб, которые могут прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Видим такой хороший, отличный лед, которому хотите одно удовольствие. А были места, где пришлось потрудиться, попотеть. Такой колобовник, торосы. Вот. Но это и привлекает на эту гонку. Потому что условия разнообразные. Смотрите, как практика показывает, примерно 30% участников не доходят до финиша. Мы их снимаем, потому что либо они не укладываются в время, отведенное на преодоление дистанции, либо они просто физически не могут это преодолеть. То есть мы оказываем им поддержку, но не всем Байкал дается. Есть люди, которые по 3 раза приезжали к нам, но не смогли пройти даже дистанцию. Меня зовут Павел, я из Праги. И здесь первый раз я на Байкале, но мне очень нравится. Это долгое соревнование, 3 дней, но это очень хорошо, очень красиво. А сборная России одержала победу в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, который завершился в Риме. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, приветствую. Сколько всего наград у нашей сборной? Сергей, здравствуй. Российские спортсмены завоевали 21 медаль. Тут стоит отметить, что представители Якутской школы борьбы завоевали на этом чемпионате 2 медали. Так, Ниргун Скрябин, выступающий за сборную Беларуси, стал серебряным призером в весовой категории до 65 килограммов, а в весе до 61 килограмма. Бронзовым призером стал Николай Хлопков, представляющий Румынию. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены заняли 1-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе. Турнир завершился в Риме. В активе россиян по итогам соревнований 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград. Золотые медали в копилку российской сборной принесли Азамат Тускаев, Александр Богомоев, Курбан Шираев, Артур Найфонов и Абдулрашид Садулаев, а также Ольга Хорошавцева, Ханум Велиева, Наталья Воробьева и Екатерина Букина. 2-е место в общекомандном зачете заняла сборная Болгарии, в активе которой 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. Тройку лидеров замкнули представители Беларуси. На их счету 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Александр Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону. Россиянин финишировал 3-м в гонке преследования на 12,5 километров. На высшую ступень пьедестала взошел представитель сборной Франции Милен Жаклен, для которого эта победа на мировом первенстве стала 1-й в карьере. А 2-е место занял норвежец Йоханнес Бё. В общем зачете лидирует француз Мартен Фуркат. 2-м идет его соотечественник Кентен Фион Майе. Тройку лидеров замыкает Бё. Логинов занимает 4-е место. Чемпионат мира завершится 23 февраля.
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за употребление допинга. Один из них, Евгений Устюгов, лишается при этом золотой медали Сочинской Олимпиады, а национальная сборная – лидерства в неофициальном медальном зачете. Подробнее в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал двоих российских спортсменов – Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил в 2013 и 2014 году. Результаты атлетов за этот период аннулируются. Устюгов при этом лишается золотой медали, выигранной на Олимпиаде в Сочи в командной эстафете. А сборная России, в свою очередь, теряет первое место в неофициальном медальном зачете игр 2014. В лидеры выходит Норвегия. Решение о дисквалификации было принято на основании анализа базы данных Московской лаборатории, работа которой приостановлена с 2015 года. В 2019 базу передали Всемирному антидопинговому агентству. В ВАДА пришли к выводу, что некоторые данные в ней были изменены. Из-за манипуляций с допинг-пробами Россию на 4 года отстранили от крупных международных соревнований, включая Олимпиаду в Токио, а чистым спортсменам запретили выступать под национальным флагом. Слепцова и Устюгов завершили карьеру несколько лет назад, поэтому двухлетний запрет на будущие выступления на них не отразится. Тем не менее, как заявили в Российском союзе биатлонистов, они обжалуют наказание. Гол Федора Смолова помог Сельте сыграть в ничью с Реалом в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго-Бернабеу и завершилась со счетом 2-2. Помимо российского нападающего в составе гостей результативным ударом отметился Санти Мина. У сливочных голы забили Тони Кросс и Серхио Рамос. Для Смолова этот гол стал первым в составе Сельты. Напомню, форвард на правах аренды перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. Реал по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 53 очка. Сельта идет на 17-й строке, набрав 21 очко. В следующем туре мадридский клуб на выезде встретится с Леванте, а Сельта на своем поле сыграет с Леганесом. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл дублирующему составу егорской команды «Газпром Югра» в матче 20-го тура по рематч высшей лиги России. Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 4-8. В составе победителей дубли оформили Александр Черный и Иван Чешкало. По одному взятию ворот провели Бауржан Умербаев, Данил Тахтаров, Евгений Вербин и Антон Селезнев. У якутян хэт-триком отметился Афанасий Федоров. Еще один гол забил Алексей Костенко. «Заря» идет на 8-й строке турнирной таблицы конференции «Запад», имея в активе 22 очка. Дубль «Газпром Югры» занимает 9-е место, набрав 28 пунктов. В следующем туре подопечные Олега Марченко сыграют с Липецким ЛКС, а егорская команда встретится с КПРФ-2 из Москвы. Обе игры пройдут 22 февраля. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. Это был Власий Сергеев с новостями спорта. Мы продолжаем нашу программу. 6-летняя Ярослава только учится работе с войлоком. Это древнее ремесло, требует усидчивости, внимательности и, конечно же, творческого подхода. Девочка занимается войлоковалянием уже 4 года и не раз становилась призером творческих конкурсов. Подробности у наших коллег. Да, вот, Слава, бери. Да. И клади аккуратненько. 6-летняя Ярослава только учится работе с войлоком. Это древнее ремесло требует усидчивости, внимательности и, конечно же, творческого подхода. Без него рулон шерсти не превратится в такое красивое панно. Эту работу, как и несколько других, выполнила Марина Лайпанова. Девочка занимается войлоковалянием уже 4 года и не раз становилась призером творческих конкурсов. Я сейчас разложу панно. Тут будет красивый рисунок. Я хочу ее подарить папе на 23 февраля. Учат этому ремеслу в Доме творчества детей и молодежи Усть-Джигуты. Педагог Зарина Абазова каждому ребенку терпеливо объясняет нюансы работы с шерстью. Сама она войлоковалянием занимается с детства и добилась в этом деле больших успехов. Совсем недавно Зарина стала победительницей всероссийского конкурса на лучшие изделия художественного творчества и народных промыслов. Панно «Ветер» из черно-белого войлока строгое жюри признало лучшим в своей категории. Но не ради грамот и благодарностей Зарина работает здесь. Работается мне легко с детьми. Очень нравится детям. Когда видишь отдачу, еще приятнее работать. А насчет войлока я скажу, это, наверное, самый древний вид искусства. Я думаю, он пригождается. Смотрите, как украсить. Он может и интерьер наш. С войлоком работают в основном девочки.
Мальчишки же предпочитают авиамоделирование, горный туризм, судостроение. Тем более, что совсем недавно Дом творчества получил новое оборудование. Теперь школьники Усть-Джигуты учатся еще 3D-моделированию. Дети составляют в трехмерном пространстве чертежи, пропускают его через компьютер 3D-принтеру и идет печатание продукта. Вот сейчас, как вы видите, печатается символ года, мышка, приятно, что такой подарок получить, думаю, каждому ребенку и отвезти домой, поздравить своего папу с 23 февраля. Кроме этого, Дом творчества получил все необходимые принадлежности для клуба любителей горного туризма. И теперь его воспитанники с нетерпением ждут наступления теплых деньков, чтобы отправиться в большой поход. Эрнест Чуков, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24. И в завершении о погоде сегодня в крупных городах Якутии. В Алдане минус 11, ветер до 3 метров в секунду. Давление 708 миллиметров ртутного столба. Чуть теплее Алдана в Ленске, там снежно, минус 10, переменная облачность и ветер с порывами до 6 метров в секунду. В Мирном чуть холоднее и также переменная облачность, на термометрах минус 13. Идет снег, сильный ветер до 8 метров в секунду. Столица Южной Якутии, Нерюнгри, минус 12. Временами из облаков выглядывает солнце. Ветра практически нет. Штиль, давление 706 миллиметров ртутного столба. И в столице республики Якутске на термометрах минус 21. Из облаков периодически выглядывает солнце. Ветер слабый, 1 метр в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.